Вы запись можете на офлайн. Здравствуйте. Сегодня очередная встреча с командой. Мы работаем над структурой сайта. Сейчас сопоставляем эту структуру с MVP. Попутно смотрим остальные сайты. Пытаемся поработать над структурой. Также решили контент разворачивать на Notion. Приступим, да? Салтанат, покажи-ка, вот в списке есть еще один немецкий сайт Start Next. Вот насчет какой будет выглядеть главная страница. Вот Start Next. Да, на ссылку просто нажми здесь. Я вот так вот представляю, например. И здесь две кнопки, вот как в Улюле было, перейдите в свой проект, или там создать проект было, или как там было, с двумя кнопками на Call to Action. А здесь лишние такие эти, они спрятаны под гамбургер. Вот язык, например, да, Anmeldung, это вот регистрация. Вот это все спрятано в этот. Угу. Давайте так и сделаем сейчас. Давайте верхушку проработаем, самую простую. Перечислим, это самые важные, какие кнопки будут наверху. Давайте их ограничим 4 или 5, как здесь. Да, давайте. Начать проект или создать проект. Создать Мне проект. кажется, Окей. да, Слева. обязательно должно быть, да? Да. Регистрация должно быть, мне кажется, обязательно, да? Да, Sign in, sign регистрация up. справа, да? Справа, да. Еще две кнопки. Вот они у вас, видите, справа и расположены. Создать и регистрация. А слева какие? Сейчас. Смотрите, можно добавить меню и search, да, поисковик. Главные проекты, да, слева твой. Да, сейчас. Вот как в Улюле можно сделать вот регистрация, рядом это поисковая эта иконка будет стоять, да? Вот проект и создать проект можно рядом сделать. А вот это вот меню можно, например, вот как я же говорила в Indiegogo, у меня страница, оказывается, была процентов 125, поэтому она меня так показывал. Indiegogo, лого, и под ним такой птичка была, да, такая, ну, понятно, что там есть что-то, да? На него нажимаешь, и хопс, все меню вылазивает. Можно вот под Ашар, вот где меню, да, написано, там же лого будет стоять, туда спрятать все остальные эти менюшки. Как дроп-даун, да? Да, дроп-даун будет. Вот о нас, мне кажется, на главной странице не надо, да? О нас можно убрать. Да, вот создать проект, это у нас уже есть. Это Zoom, оказывается, сейчас я перейду туда. Создать проект и старт project. Это да, одно и это то одно же? и то же, да. Вы на английском пишете, что ли, Должибай? Search. Да. Не, мы старт project сделаем, как в Улуле. Хорошо. Стартуется, а не создается, он же уже созданный приходит. Хорошо. Start project. А вот где о нас, может просто projects все, там же будет у нас еще классификация же, какие у нас проекты будут, например, благотворительные, там, технология. Вы пишете, да? Я уберу тогда.
All projects, да. И вот где менюшка вот это вот будет, и там уже будут все остальные, да? Так, так. Сейчас, start project. Так, у нас как создать проект, когда нажимаешь. Вот я заметила MVP'де, Азамат Агайдың кылган сайтында, там очень много текста. И вот даже я не хочу сидеть и вот это вот до конца дочитывать и понимать, да? Вот как, например, у Люледа откройте, например, создать проект. Вот они вот шутливо как бы с другом разговаривают, да, написали, вы работаете над классным проектом, отлично, мы любим их. Как насчет того, чтобы вы предложили нам свою идею, да? И они тут помогают, например, предложите нам свой бизнес, творческий или социальный, там пишешь, да, какой у тебя проект. Проект создан или управляется кем? Личностью, организацией или бизнесом, да? Вот так вот просто пошагово идешь, заполняешь и понимаешь, что ты делаешь, да? А без MVPD там ваш проект будет допущен до сбора средств, если мындай болсо, тиндей болсо, деп очень много этих правил. Мне кажется, вот это вот надо переделать. Вот пока давайте будем вот так исходить. Вот сейчас прокомментируйте левое меню. Что вам понятно из этого? Салтанат, кто здесь еще сидят? Нара, Зад. Вот боковая панель, да, Олжабеки? Да, All projects, estimation, how it works, start the project. Те проекты, да, how it works, как работает. Start of project. Маша. Это все будет находиться в менюшке, где дроп-даун, вы имеете в виду? Так у нас на странице же All Projects уже есть. Его обратно туда будем закидывать, да? да, вы когда на Notion Start что-то project. делаете, вы когда что-то делаете, вы не можете в левом только левую часть, а наверху только что-то отдельное, понимаете? Они Чтобы иногда они в целом А. видели, да? Чтобы легче было найти, да? Ну да, и потом вам самим потом контент между собой связать, чтобы легче было. Если вы в левой части напишите дни недели, а наверху месяцы, это будет тяжело работать. То есть, если вы наверху что-то сделали, все равно идете налево, чтобы другое что-то делать. Поэтому они зачастую на сайтах дублируются и прячутся. Прячутся для чего? Чтобы когда мобильная версия была, у вас верхний навпар исчез, а гамбургер появился, да? Да, туда надо тогда добавить вот эти вот новости, блог, часто задаваемые вопросы, язык в самом
самом начале, например, в Наверное, самом начале сейчас до списка. этого дойдем. Мы сейчас самые важные вещи добавим. На ваш взгляд, чего здесь? М, Например, комьюнити можно добавить. Да, сообщество. А нас сюда можно добавить. Вот манифесто это о чем? Это миссия, это о нас, да? Как мы работаем и в чем цель или в чем суть, да? Это то же самое, да. В Улюле, например, когда заходишь в манифесто, там уже расписано первый шаг, как связаться с нами, что такое Улюле. Там очень много подтем. Кто может использовать Улюле, сколько стоит, поддержка проекта отдельно блоком идет, начать кампанию на Улюле отдельно блоком идет. О, столько страниц. Ваша учетная запись пользователя. Так. Комьюнити тогда куда мне? В левую часть добавить, да? Я вот в Ашаре пока его держу. Вот там ниже, самое нижнее, вот в Ашар. Мы можем новости, все остальное засунуть. Сейчас надо поработать над остальным. Вот Start Project, оказывается, он очень такой большой. All Projects, это нам понятно. Search, вот как Search. Sign, это нам надо отдельно регистрацию просто в 2-3 скринах сделать, и все. Самые сложные, это, наверное, Start Project, например. А All Projects, он туда выходит, мы там больше работаем над фильтрами, сортировкой, смотреть, какие проекты есть. В целом, вот в манифесту, например, я могу вкратце написать, вывести, какие проекты по факту мы поддерживаем, или how it works, да, например, что мы туда будем, какой контент туда будем стягивать. Вы уже сейчас другие сайты анализируете, если что-то интересное нашли, можете либо скриншот взять, добавить что-то, или там сразу контент текстом перевести сюда, да. Чем больше мы будем это обсуждать, тем быстрее будем двигаться. Жанара, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Рада вас видеть. Хорошо, я только присоединилась. Қандайсың, Жанара? Всё Жақсы, нормально? да. Я что-то приболела, я 2 дня не могла работать. Мне кажется, нам было бы намного легче, друзья, если бы мы попробовали это на позициях, возможностях Notion осмотреть структуру, или же изначально прорабатывать mobile first. Да? То есть, что же у нас на экране первое появится на телефоне? Как вы видите вот эту структуру? Первое, это что вы увидите, а потом следующее, что будет, если на это нажать, что вы дальше увидите, и так далее, и так далее. Вопросы все те же. Например, десктопную версию структуры очень легко нарисовать, а когда мы, допустим, заходим уже на маленький экран телефона, что мы там должны видеть, чтобы оттуда не сбежали через минуту? Сейчас. Джанара, мы работаем над структурой сайта. Да, Ага, сейчас это аналогичный жақсы көрінген жерлерін алып келіп, яқа қошып, стараемся что-то это вытащить, чтобы уже определенно знать, что мы хотим видеть, да, в нашем сайте. MVP менен сравниваем, или Research Project дегендегі сайттармен сравниваем. И сюда уже делаем структуру, как мы видим наш сайт.
одновременно думаем, как это мобильное, адаптивное, в кандай көрінеді деп, ошондагы учитывая, да? Вот, например, меню деген жерге мы спрятали вот эти вот менюшки. Это еще дополнится. Ошол сайттарды карай бер. Сен караган сайттарда эмне бар эле ошолорду эмете бер. Мгм. Телефон принесу. Так. Элиф. Мне кажется, самое главное, надо информацию о том, что такое краудфандинг, написать. Потому что многие, наверное, не будут знать, что такое краудфандинг. Так, сейчас. В принципе, как это работает, это оказывается справочный центр, можно его так и понять. Я сейчас туда текст какой-нибудь добавлю. Я еще когда изучала Patreon или Chaos, не помню точно, эта платформа была в виде социальных сетей. У нас такого не будет, да? То есть у каждого пользователя были фолловеры. Да, у нас, скорее всего, это и будет заложено в фундаменте. Мгм. Мы же тоже должны инстаграм-страницу делать даже? Мы это будем прорабатывать в последнюю очередь, потому что прежде всего маркетинг будет строиться на концепции вхождения в рынок. Большая часть процессов завязана на самих проектах. Сами проекты должны быть довольно простые, креативные, да, инновационные, социальные, образовательные. Ну, в общем, крутые проекты, чтобы были. И тогда вам легче это будет рекламировать, и тем более на это деньги выбивать. Если у нас проект изначально фантастический, у нас платформа как бы может быть классно придумана, все дела, но люди сразу не поймут, как ее использовать. Да? Например, там, где манифест и миссия, мы должны четко и ясно прописать, что конкретно под этими словами подразумевается, для чего создана платформа, каковы ее принципы, как она устроена, как она работает и что она приносит в конечном счете. Вот, например, How It Works – это просто ссылки, тоглы, это справочный центр. Такой большой название. Вот здесь мы можем написать комьюнити, например. Соответственно, мы кто такие? Мы же, скорее всего, поддерживаем всякие сообщества, чтобы они свои проекты здесь могли реализовать. И, например, еще фонды разные, да, 3-е, 10-е. Такие вот вещи. Вот манифест, вы бы, например, что написали бы? Мы какими проектами, мы же это на карте писали, вот какими мы проектами должны заниматься. Это были education, да? Так, еще какие проекты были? Кто вспомнит? Social, потом творческие проекты были. И еще какие? Кто помнит? Благотворительные. Благотворительностью мы не будем заниматься, потому что, если так подумать, там очень много будет скандалов. Так. Это был education, это было творчество, то есть что-то направленное на креаторов, на авторов контента и так далее, и так далее. Социальные, благотворительные проекты мы прячем под социальными, инфраструктурные, может, еще какие-то. И последнее, что мы писали на своем MVP? Кто-нибудь посмотрел? Ой, на Сейчас. своем миру. Так.
Digital, да? Вот я нашел. Так. Это значит, типа, стартапы можно поддержать. Так. Напишем пока так. Окей? Она же Келечек Digital, правильно? Так. Вот наш манифест, он напрямую связан с вот этими вот вещами. Наверное, как-то так. Вот такой примерно прогрессии он будет и поддерживаться. Соответственно, вся концепция, юридическая часть и любые другие части будут под это выводиться. Вот. А миссия наша в чем заключена? Кто мне скажет? Какую миссию мы преследовали? Если вкратце. Пожалуйста. Предоставлять людям возможность действовать и реализовать свои идеи. То есть мы помогаем их идеи реализовать уже, как бы зовем их к действию, чтобы они уже доделали свое начатое. То, что идеи было, мы это помогаем им делать реализацию. Да, вот так примерно мы миссию и манифест наш закончили. Мы поддерживаем вот эту вот группу, получается, снизу, правильно? Вот так вот. Мы их поддерживаем. По факту выглядит это примерно так. В хаб-центре мы распишем все остальные подробности. Это типа requirement, там можем дописать, если хотите, чтобы вам понятно было. Требования, да, разные. И еще там что-то было от Азамата Агая. Кто напомнит? Agreement, да? Agreement. Вот, у нас, значит, уже примерно уже что-то нарисовывается, можно сказать. Так, старты Project давайте рассмотрим позже, да, потому что там нюансов больше, да, мне кажется. В комьюнити примерно накидаем все, что мы видим, не знаю, вот там блоги, шмоги, наверное, такие вещи закинем, значит. Так, например, у нас, по идее, мы заходим и на сайте по факту всегда классически видим обложку. После обложки мы видим, например, Show All Project, да, например, ячейку или слайдер с проектами, да? Да. Потом третье, мы обычно идем и можем увидеть разные истории разных проектов, видишь, например, чтобы люди зацепились, да, какой-то часть. Тематический канал, можем так сказать. Потом мы видим call to action, где люди уже могут launch your project или discovery, да, там еще что-то сделать. И в принципе, потом они могут перейти на Ашар, это такая отдельная государство в государстве, где там своя концепция может идти, или еще какие-то вещи там расписываться, потому что что-то связанное с комьюнити, да? Теперь Start Project. Давайте тогда перейдем в Start Project. Или вот в All Projects
Нам, в принципе, примерно понятно, да? All Project, что мы обычно видим? Давайте проанализируем, какие там критерии есть. Обычно мы видим категория, проекты, страны, язык. Потом видим какие-то боксы, внутри них картиночки, какие-то теги, лайки, например, может быть, что там еще было, сколько денег надо собрать и как он называется, и к какому типу относится. Это технология, это спорт, это творчество или это здоровье, может быть, с чем это может быть связано. Мы когда видим картину All Projects, она примерно будет вот таким вот образом и выглядеть. Поэтому мы можем вот здесь All Project уже примерно расписать. Давайте попробуем расписать. Вот это меню я могу убрать же, да, оно здесь место занимает, да? Салтанат. Так, давайте я уберу пока. Start Project, пускай вот здесь где-то стоит. Окей. Все проекты мы здесь что увидим? Так, мы должны увидеть. Пожалуйста, какие подсказки будут? Так. Start project, да? Да, наверное, вот здесь наверху будет фильтр, да, своего рода, да, разделенный на какие-то вещи, такие как... Вот в некоторых сайтах есть, предлагают, например, даже если не собирают конечной суммы, то им предлагают забирать вот то, что собрали, например. Да, А некоторые... есть проекты, которые ждут до 100% собранности именно целевой суммы. Мгм. Вот выбор А вы идет, как например, вот думаете? Boomstarter вот так вот выбирает. А вы как думаете? Мне кажется, это логично, потому что, например, даже если твой проект, например, даже тебя поддержали, если на 60-70%, то ты остальные 20-30% можешь у кого-то занять или просто на свои ресурсы или где-то с экономией уже тоже можешь уже действовать, реализовать свою идею. А вот в некоторых сайтах есть, которые не набирают, те проекты, которые не набирают 100%, им просто отказывают, закрывают проект, отказывают просто. И идея остается просто идеей. Видите, тут многое завязано на том, чтобы проект должен реализоваться, правильно? Он уже сюда пришел, уже, может, экспертизу получил, не получил, неважно, но проходит за ресурсами, за деньгами. Он пришел. Если у него не получилось достаточно денег получить, проект же может зависнуть, а эти деньги могли бы быть использованы на проект, который мог бы реализоваться. Понимаете? Деньги-то не резиновые. А если мы любую сумму всем будем давать или благотворительностью заниматься, получат ли пользователи от этого какой-то эффект и пользу, например. В Kickstarter, что хорошо сделано, там вот этот rewards, да, проработанное награждение. Ты можешь проект по-всячески предложить, там вот как мы сейчас Mission, How it works, вот это все расписали же, у них тоже так же расписано, только по суммам. Типа $5 все, как купи мне пиццу или купи мне кофе Дегансип, это взамен никто ничего не гарантирует. Это такой классический стандартный тип, который любой пользователь может закинуть по много раз, да? Или если он что-то серьезно хочет профинансировать, например, все зависит от типа проекта, который финансируется. Если это, допустим, творческий проект, допустим, какой-то центр глухонемых, что-то своими руками сделали и на свою какую-то инициативу собирают деньги, да? Например, они хотят что-то купить, чтобы потом своими руками что-то делать. Там, то есть очень различные направления есть. И вот такие проекты мы можем выводить, потому что это не благотворительность, типа дайте мне на это, а мы типа взамен, они могут за, допустим, $10 что-то сделать. Ну, там, не знаю, подпись поставить или еще какую-нибудь ерунду. Потом сумма умножается, и вознаграждение тоже растет. Вот. Так что здесь еще они сразу говорят, что никакие доли, шмоли, там вот такого нету. Ответственность за проекты несут сами создатели этих проектов. Потом у нас или все, или ничего. Если ты деньги собрал, ты там можешь собрать либо по сумме, либо по дедлайну. Там два варианта тебе дают.
Ты типа говоришь, она 40 дней пускай висит на доске, да? И там посмотрим. Да, Бывает здесь тоже об этом говорится. Например, стопроцентную сумму можешь дать столько времени, сколько тебе надо, до того, как ты наберешь, да, столько суммы. А во Да. втором выборе идет, например, дедлайн, например, 60 дней прописали, да, и ты не собрал эту сумму, да, свою предназначенную, то ты забираешь ту сумму, которая собрана, и идешь делать свой проект. То есть с дедлайна ты уходишь. А во втором говорится, что стопроцентную сумму выбираю, дедлайн хоть какой, например, жди столько, сколько можешь. Да, вот поэтому я больше склоняюсь к этой платформе, которая работает уже. Мне нравится концепция «все или ничего», в этом есть свой смысл, наверное. Потому что проекты, мы вот краудфандингом в Кыргызстане, как вы думаете, от какой идеи вы будете выбивать деньги? И главное, на какие вещи вы будете выбивать деньги? Как вы думаете? На образование. Нет, вообще, ну как, да, как это все по-вашему? Если вам дадут 3 минуты, как вы за 3 минуты это все расскажете? То есть у нас будет по принципу все или ничего, да, или микс будет?